смотрите программу «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Крупный якутский алмаз ювелирного качества весом более 106 каратов будет назван в честь Года единства народов России. Инновационный комплекс реабилитации от разработчиков Сколково появился в Якутии о современной методике. 1800 тонн гуманитарной помощи и 3 единицы техники отправят в зону СВО. В Якутии продолжается передача оснащения и снаряжения бойцам из республики. В Якутске состоялся межрегиональный телемост «Дети детям». Участники из 9 регионов страны. Ребята рассказали о традициях и культуре. В нацбиблиотеке прошел показ документального фильма «Занавес не опускается». Фильм был снят одним из первых профессиональных кинооператоров Якутии. Крупный якутский алмаз ювелирного качества весом 106,47 карат будет назван в честь Года единства народов России. Об этом стало известно во время рабочей встречи главы республики с генеральным директором Алроса в Москве. Компания поддержала эту идею Илдархана. Отдельно на встрече обсудили ситуацию в мировой алмазной отрасли. Несмотря на серьезное давление на рынок, Алроса сохраняет лидирующие позиции в мировой алмазодобыче. Чистая прибыль компании за 25 год составила больше 36 миллиардов рублей. Надо отметить, что Алроса по итогам 2025 года второй год подряд уже является единственной публичной алмаздобывающей компанией в мире, которая работает с положительным финансовым результатом. Мы не собираемся эти позиции сдавать и не только не останавливаем действующие, но и формируем новые проекты развития, как с точки зрения развития инфраструктуры, так и с точки зрения алмазодобычи и диверсификации своего бизнеса. Возвращение исторических территорий назад домой. Россия отмечает 12-ю годовщину воссоединения с Крымом. По всей стране проходят праздничные мероприятия. Якутия не осталась в стороне. Тему продолжит Вероника Таюрская. 16 марта 2014 года жители Крыма и Севастополя изменили ход истории. В тот день воспользоваться политическим правом пришло 80% избирателей. Тогда стало понятно, что крымчане настроены решительно. Статистика по итогам референдума это подтвердила. Почти 97% проголосовавших жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года в Кремлевском дворце состоялось долгожданное событие – подписание договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России. О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать историю Крыма. Знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым для России. В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. За 12 лет Крым расцвел. Обновлена целая сеть медицинских учреждений, построена автомагистраль Таврида. Легендарная стройка Крымского моста еще раз доказала намерение России в отношении новых регионов. Он выступил связующим между полуостровом и материком, а также стал важнейшим транспортным и экономическим объектом. Сегодня, конечно, он играет и большую экономическую роль. А сколько там уже, какой там идет поток машин. Вот. И как люди, которые там раньше плавали на паромах, переправлялись туда, с Таманского на Керченский полуостров, так там это просто, они говорят, это даже до сих пор не верим, говорят, что мы вот так можем быстро, легко переехать. Конечно, это большое, он имеет такое экономическое и социальное значение, потому что он, Крым перестал быть просто полуостровом, он же стал материковой частью, потому что появился вот этот мост. Вторая, как бы, замыкающая ветка. Не только с севера, но и вот тут уже с востока. Возвращение Крыма – событие, за которым следила без преувеличения вся страна, от мала до велика. Это история, которую написали сами люди. Сегодня, спустя 12 лет, россияне вспоминают события того времени. В честь исторической даты по всей стране прошли праздничные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание. Мы хотим, чтобы это стало, знаете, как не просто как мероприятие, как конкурс ради победы, а именно в дружеской атмосфере.
вместе увидеть и, пройдя все этапы марафона, увидеть и почувствовать ценность и значимость воссоединения Крыма с Россией. Поэтому такие исторические события, они должны у нас проходить через разные формы. Для этого мы ищем разные формы, инструменты, для того, чтобы ребятам еще больше рассказывать, и они смогли осознанно вместе с нами принимать те события, которые проходят в нашей стране. Крымская весна – это уже история. История, которую написали сами жители полуострова. Сегодня, оглядываясь назад, жители еще раз осознают ценность сделанного выбора. Вероника Таюрская, Виктор Дичковский, Нюргун Старостин, Якутск. Современные проблемы требуют современных решений. К примеру, цифровизация в области реабилитации позволяет эффективнее оценивать состояние пациентов, планировать процесс регенерации и контролировать ее прогресс. С такой мотивацией резиденты Сколково прибыли в республику со своей разработкой «Сенсория». С ними встретилась и моя коллега Надежда Саханская. Надежда Георгиевна, сейчас вы нарисуете циферблат, укажете все цифры и покажете время 5 минут 5-го. Прежде чем внедрять новые технологии в обыденный рабочий процесс, стоит задаться вопросом, как много пользы это принесет и есть ли подводные камни. И стоит признаться, что, например, в реабилитационной системе цифровизация выгодна всем. Пациентам это дает шанс на полное или максимальное восстановление, а у врачей снижается нагрузка и растет уровень профессиональной квалификации, поскольку реабилитация – это многокомпонентный процесс, который требует координации. Занимаются лечебной физкультурой, в обязательном порядке ручной массаж, физиопроцедуры различные, это магнитотерапия, лазерная терапия, грязелечение есть у нас, также механотерапия. При обилии процедур на примере хотя бы одного пациента цифровые инструменты играют на руку специалисту, потому что IT-технологии позволяют оперативно корректировать планы лечения и субъективно оценивать прогресс выздоровления. Так, например, привезенная разработка «Сенсория» проводит диагностику и реабилитацию в интерактивной форме, что позволяет повысить вовлеченность и пациента, и специалиста. По сути, этот комплекс – это нейрогимнастика для пациентов с когнитивными нарушениями. По сути, мы пытаемся за счет игровых механик вовлечь пациентов в реабилитацию и стараемся, если это возможно, реабилитировать, если нет, поддержать функции память, внимание, речь, счет, праксис, координация. Новую технологию на себе уже опробовали пациенты. Надежда Винокурова приехала из Булунского района и сейчас проходит двухнедельную реабилитацию. По расписанию, да, уже 4-й раз вот это понравилось мне заниматься психологу. Очень нравится вот это. Они очень интересные. Проект уникален еще и тем, что Якутия стала своего рода первооткрывателем, поскольку проект проходит еще апробацию. Специалисты пройдут полный курс обучения для работы с новой системой, после чего представят разработчикам результаты проделанной работы. А в перспективе такая метода поможет сократить разрыв между потребностью в реабилитационных услугах и их доступностью для населения. Надежда Саханская, Артумен Наговицын, Якутск. 24 медицинских объекта построили в арктических районах Якутии за 6 лет. Всего с 2018 года в районах Якутии построено более сотни фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. 3 из них открылись в прошлом году. Это ФАП в селе Нижнеянск, врачебная амбулатория в селе Казачье Усьянского района и ФАП в селе Оленегорск Алаиховского района. Новые объекты обеспечены необходимыми кадрами. В 2025 году в Якутске открылась крупнейшая смарт-поликлиника. Сегодня в республике продолжается строительство еще 3 крупных объектов – больничного комплекса в селе Майя, лечебный корпус в селе Намцы и городе Нюрбе, а также 13 ФАПов и амбулаторий. В офтальмологическую больницу поступили новые аппараты, которые помогут специалистам в борьбе за сохранение зрения. Подробности узнаем в следующем материале.
Эпидемия глаукомы шагает по всему миру. Статистика показывает, что в одной Якутии болезнью, необратимо лишающей зрения, страдают 15 тысяч человек. Но медицина не стоит на месте и предлагает современные методы лечения. Например, лазерную систему, которую в деле успели попробовать наши офтальмологи. 2 недели буквально назад к нам пришла новая лазерная установка компании LightMed, это производство Тайвань, выполняет операции по рассечению тканей внутри глаза, используется при таких операциях, как вторичная катаракта, закрытоугольная глаукома. Кроме этого, этот лазер имеет функцию проведения селективной лазерной трабекулопластики, то есть мы можем еще и заниматься пациентами с открытоугольной формой глаукомы. В полку прибыло дважды. Этот маленький с виду непримечательный аппарат – оптический когерентный томограф. Его преимущество в универсальности. За одно исследование специалист может изучить глазное дно, сделать томографический скан и сравнить результаты. И, что немаловажно, пациент не будет чувствовать дискомфорта. Данный метод он не инвазивный, то есть пациенту практически, скажем, никаких подготовки не нужно, разве что перед исследованием закапать капли медриатики, чтобы расширить зрачок, чтобы анализ был более детальный и более качество было хорошее. Высокотехнологичное оборудование поступило и в хирургию. Несколько месяцев врачи используют в работе новые микроскопы, причем не только в столице, но и на выезде. Портативный микроскоп, который как раз складывается и может передвигаться в разные уголки нашей республики. Тем самым мы продолжаем свою работу по офтальмохирургическим бригадам проекта «Мобильный офтальмолог», когда хирургическая помощь по удалению катаракты оказывается в вузах республики, в районных центрах, в центральных районных больницах, где нас пригласили. Но и это еще не все. Офтальмологическая больница идет в ногу со временем и уже в этом году планирует применять искусственный интеллект для оценки снимков с когерентного томографа. Так, благодаря усилиям врачей и достижениям современности, якутяне получают качественную медицинскую помощь. Ржана Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. Профилактическая акция «Неделя чистых рук» проходит в городе Нерюнгри. Акция нацелена на снижение риска распространения кишечных инфекций и повышение уровня гигиенической грамотности населения. Инициатива реализуется при поддержке территориального отдела Роспотребнадзор. Кишечные инфекции остаются одной из распространенных угроз здоровью, особенно в детских коллективах. Возбудители, бактерии, вирусы, паразиты передаются через грязные руки, зараженную пищу и воду, предметы общего пользования. Чаще всего это пищевые так называемые инфекции, кишечные инфекции, которые приводят к массовым групповым вспышкам. К сожалению, на территории нашего района тоже такие иногда регистрируются. В частности, в феврале месяце была зарегистрирована групповая заболеваемость в одном из детских садиков поселка Чульман. Пострадало в общей сложности порядка 18 человек, в том числе и взрослые, которые были контактными с детьми, и дети. Простые меры профилактики, такие как регулярное мытье рук с мылом, способны значительно снизить риск заражения. Именно этому и посвящена текущая акция. Если нет доступа к воде и мылу, что лучше использовать? Вариант А – влажные салфетки. Вариант Б – просто вытереть руки об одежду. Вариант В – спиртовой антисептик. Сотрудники Роспотребнадзора проводят серию просветительских мероприятий в школах и детских садах города. В программе познавательные лекции и диктант здоровья на проверку знаний правил личной гигиены. Нужно мыть руки, потому что если ты поешь и у тебя руки будут не мытые с мылом, то ты сможешь заболеть. Перед едой, бегу на кухню, мою руки и ем. Мою руки с дезинфицированием. Дезинфицирую руки. Не беру грязные руки в рот, пальцы. Не берусь за лицо грязными руками. Не ем за столом с грязными руками. Такие мероприятия не просто информируют, а формируют культуру здоровья с ранних лет. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Российский рынок агродронов может увеличиться на 20-25% и достичь 18-22 миллиардов рублей в текущем году. Ожидаемый рост связан с действиями государства по снижению нормативных препятствий и расширению возможностей для обработки сельхозугодий. По данным Минсельхоза, за 2025 год при помощи дронов обработано около 600 тысяч гектаров. К 2028 году эти показатели планируется увеличить до 2 миллионов гектаров ежегодно. С 2026 года
года в регионах начнут устанавливать плановые показатели по площадям обработки беспилотниками. В Якутии продолжается передача оснащения и снаряжения бойцам СВО. В рамках программы территории опережающего развития «Патриотическая» якутские производители в полном объеме и в установленные сроки выполнили поставку квадроциклов «Сокол». Эта техника специально адаптирована под сложные условия бездорожья. Квадроциклы высоко оцениваются командованием Минобороны и бойцами за надежность и маневренность. Кроме того, в ближайшее время завершится доставка воздушных и наземных дронов, а также электроэндуро. На этой неделе в территориальный опорный пункт отправился автофургон с гуманитарным грузом в 1800 тонн и 3 единицами техники. Хочу отметить, что в целом с начала года выполнено порядка 19 рейсов по перевозке гуманитарных грузов. Доставлено 45 единиц техники и 124 тонны гуманитарной помощи, включая и адресные посылки, собранные предприятиями, организациями и жителями республики. Дополнительные мероприятия по поддержке военнослужащих продолжаются и будут проводиться на постоянной основе. Для участников СВО планируют продлить аренду земельных участков, наделить вдов погибших военнослужащих правом на льготное поступление в вузы, а также ввести сокращенную рабочую неделю для инвалидов 1 и 2 групп. Два законопроекта уже находятся на рассмотрении. Кроме того, планируется законодательно закрепить дополнительные специальные гарантии для новорожденных детей в случае гибели их отцов, участников специальной военной операции. В Национальной библиотеке республики прошел показ документального фильма «Занавес не опускается». Фильм был снят в 1972 году одним из первых профессиональных кинооператоров Якутии Николаем Сантаевым. Картина посвящена театральному и музыкальному наследию республики, а создана она была Якутской студией телевидения при участии киностудии Казахстана. Зрители увидели архивные кадры с участием выдающихся артистов, музыкантов и общественных деятелей. Творческое наследие Николая Сантаева включает более 20 фильмов о Якутии. Его работы продолжают оставаться значимой частью культурной памяти региона. Конечно, для того, чтобы подготовиться к этой роли, он исписал очень много тетрадей, общие тетради. Вот они у нас в семье есть, и в музее, в театре есть у Ефима Николаевича Степанова. И там были зарисовки его рукой. Он обычной ручкой перьевой рисовал мизансцены. И везде все это он продумывал, как он будет говорить, где будет стоять, что. Все до мелочей. Юные корреспонденты из разных регионов страны познакомились с миром науки и журналистики Якутии. Так, 15 начинающих журналистов и блогеров в рамках всероссийского проекта «Юнпресс» о науке посетили столицу республики. Подробнее о проекте расскажет Диана Антонова. Научная журналистика сегодня активно популяризуется среди школьников. По федеральному гранту ежегодно участники проекта посещают 4 города России. В этом сезоне прошли медиаэкспедиции в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Нальчике и в Якутске. Каждый новый город – новая группа учащихся из разных уголков страны. Они познакомятся, эти ребята, с самыми разными аспектами как раз науки в Якутии. Сегодня мы посещаем музей Мамонта, посетим мерзлоту, посмотрим, как развивается технопарк и так далее. Разные направления. И ребята об этом пишут материалы, снимают сюжеты, публикуют, а по итогу мы будем награждать лучших, а эти публикации, возможно, пригодятся пресс-службам в тех заведениях, которые они посещают. В первый день в Якутске юнкоры посетили экскурсию по зданию НВК «Саха», познакомились с работой детского телеканала «Току» и прошли лекции от молодых исследователей научно-исследовательской лаборатории «Молекулярная медицина и генетика человека». Мы побывали в местах очень разного направления, то есть сначала телевидение, потом мы побывали у ученых, которые нам рассказывали о генетике. Для меня было открытием, что в Якутии есть своя анимация и даже делают не просто на русском языке, но и на своих коренных языках, и якутский, и многие другие. На второй день в стенах Северо-Восточного федерального университета прошли открытые лекции доцентов факультета журналистики Московского государственного университета. Эксперты рассказали о важности заголовков в новостных материалах и подходах работы с научным материалом. Мы встречаемся с местными школьниками для того, чтобы обсудить шаги по популяризации науки,
процесс подготовки научного журналиста, какие-то актуальные вопросы подготовки вообще будущих профессионалов. Кроме того, группа юных журналистов прошла обучение у сотрудника детского издательства «Кескиль». В процессе командной работы каждый из них научился создавать контент для печатных и интернет-СМИ через практику. Я хочу связать свою будущую профессию с сферой журналистики и медиа, а также кино и режиссеры. И опыт в этой большой медиа-экспедиции поможет мне в будущем, когда нужно очень быстро что-то сделать, снять за 1 минуту, поможет в написании постов, статей и многих других материалов, которые потом увидят люди и поймут, что вау, в Якутии так классно, и то, что сюда обязательно нужно приехать. Медиа-экспедиция завершится в конце этой недели. Ребят ждет еще множество интересных мероприятий. Посещение культурных объектов, знакомство с местными учеными, научными сотрудниками и журналистами и интересные лекции на самые разные темы. Диана Антонова, Виктор Дьячковский, Якутск. В Музее музыки и фольклора народов Якутии состоялся межрегиональный телемост «Дети-дети». Темой встречи стали игры предков. Каждый регион-участник получил возможность продемонстрировать уникальность своей культуры. Так, ребята из 29-й школы Якутска показали, как играть в хабылык-хамыска. Они рассказали о правилах игры и их исторических корнях. Всего участниками стали 9 регионов страны от Крыма до Забайкалья. Все они не только познакомились с традиционными играми коренных народов, но и узнали об истории и культурном значении, а также нашли общие и отличительные черты в традициях своих регионов. Тема «Игры предков» выбрана не случайно. В год народного единства и в день воссоединения Крыма с Россией нам важно показать детям, несмотря на разницу в климате, одежде или языках, наши предки вкладывали в игры один и тот же смысл. И когда школьник из Якутии видит, что его сверстник из Крыма или Кыргызстана играет в игру с похожими правилами и целями, происходит важное открытие. Мы разные, но мы очень похожи. Мы узнали много информации о традиционных играх других народов и познакомились с детьми из других регионов. «Движение» – так называется алданский хореографический коллектив, объединивший 13 девушек и женщин, которые никогда не занимались танцами профессионально. Интересный и полезный досуг стал началом теплой дружбы между участницами группы. Подробности далее. Рабочий день закончился, а свободное время жительницы Алдана предпочитают проводить интересно, активно и с пользой для здоровья и для души. Сегодня у хореографической группы «Движение» плановая репетиция. Через месяц состоится концерт, на котором коллектив будет выступать. Приходим, стараемся, бывает даже больше, чем 2 раза в неделю приходим перед концертами. Бывает и всю неделю репетируем, стараемся приходить, не пропуская. Танцевальный коллектив «Движение» образовался 3 года назад. Его художественным руководителем является преподаватель-хореограф Роза Антонова. Порядка 15 лет она обучает танцевальному искусству детей и подростков. Однако со взрослыми ученицами, по словам Розы Михайловны, работать ничуть не сложнее. Это мои мамочки, многие мои мамочки, моих воспитанниц. И по инициативе мамочек наших мы собрались. Процесс сразу пошел слаженно и продуктивно, и сегодня репертуар «Движения» весьма разнопланов. Танцы народов мира, классические постановки, современные ритмы, направления, стили и виды хореографического искусства девушки осваивают с энтузиазмом и вдохновением. Это отдушина. Мы здесь отдыхаем, можно сказать. Без танцев жить, нет в наше время. Несмотря на то, что дома ждут дети, уроки, мы все равно приходим. Коллектив «Движения» объединил 13 человек. Профессионально хореографией ранее никто не занимался. Алданочки трудятся в разных сферах, они жены и мамы, и у каждой немало хлопот. Однако искусству танца их сердца принадлежат безраздельно. К подготовке выступлений девушки подходят творчески и креативно, продумывая все штрихи танца и мельчайшие детали костюмов. Мы все с девочками собираемся, ищем. Всегда советуемся, чтобы это все вместе было, и приобретаем мы сами костюмы. За 3 года совместной творческой работы в группе между участницами сложились не просто хорошие отношения. Девушек связывает крепкая дружба. Имеются у коллектива и свои традиции. Настолько дружный коллектив, мы настолько все как-то слились в одно целое. Мы очень сдружились, много времени проводим вместе. И не только здесь в зале, но и за пределами зала.
Планов на ближайшее будущее у коллектива множество. Впрочем, всех секретов артистки пока не раскрывают. Между тем, талант алданочек уже завоевал армию поклонников. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алдан. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.